Предстоящий 2014 год для всех территориальных пенсионных фондов России станет годом усердной работы в подготовке реализации новой пенсионной формулы, которая должна быть внедрена с 1 января 2015 года. Именно по данной теме состоялась селекторная пресс-конференция для руководителей территориальных органов пенсионных фондов и представителей ведущих федеральных, региональных и районных СМИ. Участники пресс-конференции в прямом режиме смогли узнать об изменениях, происходящих в пенсионной системе, и задать возникающие вопросы. Открыл мероприятие министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, рассказав в целом об основных положениях новой пенсионной формулы. Начав свое выступление, министр отметил, что сегодня пенсионный фонд находится в такой точке, когда правительство Российской Федерации уже внесло все необходимые законопроекты в Госдуму. И на данный момент эти законопроекты готовятся к рассмотрению в первом чтении. Это касается не только законопроектов, которые внесли, по которым автором был Минтруд. Напомню, что это законы о страховых пенсиях, о накопительной пенсии, о внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с данными законами, которые я озвучил. Это закон, так называемый, о праве выбора, накопительные части. Кроме этого, это законопроекты, которые подготовлены Министерством экономического развития. Это закон о гарантиях прав застрахованных в накопительной системе. Тот законопроект, который достаточно долго мы разрабатывали, который является ключевым с точки зрения обеспечения нормального функционирования накопительной составляющей пенсионной системы в части обязательного пенсионного страхования, а также законопроект о внесении изменений в закон об НПФ, который готовил Минфин, законопроект, который предусматривает процедуру акционирования негосударственных пенсионных фондов. Все перечисленные законопроекты в комплексе смогут обеспечить данный этап пенсионной реформы, сообщил Максим Топилин. Он также напомнил, что эта работа осуществлялась строго в соответствии с планом, который был утвержден стратегией пенсионной реформы. Какие задачи стоят перед реформой пенсионной системы? Безусловно, это прежде всего увеличение размера пенсии в зависимости от того вклада, который делают граждане в процессе своей трудовой деятельности. Мы неоднократно объясняли и говорили о том, что права граждан в пенсионной системе будут формироваться в зависимости от их стажа в большей степени, от их заработной платы. В этой связи законопроекты о страховых пенсиях предусматривают более дифференцированный подход к формированию пенсий именно от этих показателей. Таким образом, со слов Максима Топилина, предусматривается увеличение порога взыскания страховых взносов поэтапно, по годам, для обеспечения нормальных пенсий среднему классу. Также повышаются требования и к стажу, который является основанием для вхождения в страховую систему. Он увеличивается с 5 до 15 лет. Еще одним этапом, как одним из условий вхождения в страховую систему, принято считать набор баллов. Минимальный равен 30, которые человеку необходимо набрать на протяжении всей трудовой деятельности. Что же касается нынешних пенсионеров, то у них все остается по-прежнему, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации. Нынешние пенсионеры будут получать пенсию так, как они ее получают. Параметры индексации и для нынешних пенсионеров, и для будущих пенсионеров сохраняются. Они будут зависеть от уровня инфляции, от уровня доходности пенсионного фонда. С учетом специфики формирования трансфертов, это такая уже внутренняя задача министерства и, соответственно, правительства. Мы работаем в этом направлении, но то, что касается индексации, еще раз хочу повторить, применительно к базовой страховой части, она меняться не будет. В
выступлении министр труда и социальной защиты Российской Федерации обратился к руководству отделений пенсионных фондов с просьбой в течение 2 последних недель провести и завершить всю необходимую работу по подготовке к началу работ с 2014 года, связанных с вступлением в силу закона о спецоценке, который означает дифференциацию тарифа в зависимости от класса риска, который будет установлен законом. Далее, со своей стороны, заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Андрей Пудов остановился и подробно рассказал о параметрах, которые будут влиять на размер пенсии в рамках новых правил. Первое – это размер заработной платы. Причем хотел бы подчеркнуть сразу, это размер легальной заработной платы, ровно той, которая представляется работодателем в виде сведений персонифицированного учета каждый квартал пенсионный фонд Российской Федерации, а не той, которая иногда работодатели незаконно предлагают воспользоваться своим застрахованным лицам и, подчеркиваю, незаконно выплачивая заработную плату, иногда минуя те законные способы ее выплаты. Второй серьезный параметр, который влияет на будущий размер пенсии, это параметр стажа. Предлагается параметр стажа в рамках новой пенсионной формулы изменить с сегодняшних 5 лет, совершенно незначимый период, поскольку такое значение стажа не обеспечивает формирование прав даже на уровне фиксированного базового размера. Сегодняшний, если человек получал минимальную заработную плату, предлагается 10-летний переходный период на то, чтобы этот стаж стал 15-летним. Ну, вот это важно, да, отметить. Итак, 15 лет стажа для того, чтобы прийти в пенсионную систему. Этот стаж, требование к стажу 15 лет, заработает с 25 года. Заложен разумный переходный период. Следующая позиция. Возраст обращения за пенсией. Ну, первая ключевая мысль. Пенсионный возраст, действующий сегодня, это известная женщина, выход на пенсию в 55 лет, мужчина в 60, не меняется. Но предлагается этими правилами новыми заложить такие стимулы экономические, когда человеку становится выгодно самому, лично, осознанно принять решение выйти на пенсию в более позднем возрасте. Параметры для этого заложены значимые. Так, отложенный выход на пенсию на 5 лет, страховую пенсию увеличивает в 1,45 раза или для простоты в 1,5 раза. А фиксированная выплата тоже увеличивается, но менее значимая, потому что у нее нет страховой природы. Совокупная трудовая пенсия будет складываться из страховой, которая зависит от взносов, поступающих в систему. Следующее – это накопительная пенсия, формирующаяся, опять же, из тарифов страховых взносов и фиксированной выплаты. Эта фиксированная выплата выдается только при условии фактически наличия права на страховую пенсию. Никаких специальных для нее требований не существует. И она платится в фиксированном размере. И дифференциация ее осуществляется только в зависимости от того, есть ли у вас иждивенец или нет на момент выхода на пенсию. Возраст выхода на пенсию, имеется в виду, что она дифференцируется для 80-летних. То есть ровно те же правила, которые сегодня есть для фиксированной выплаты, а сегодня это фиксированный базовый размер, они сохранены. Следующей позицией, заложенной как элемент стимулирования, Андрей Пудов назвал легальную заработную плату, которая в будущем формирует пенсионные права людей. С тем, чтобы не увеличить резко нагрузку на страхователей, то есть, иначе говоря, на наших работодателей, увеличение порога облагаемой заработной платы. Сегодня он упрощенно 568 тысяч в год или 1,6 к средней заработной плате по стране. Мы предлагаем в течение 7 лет, то есть до 2021 года, постепенно этот порог поднять до 2,3, но цена сегодняшнего дня там приблизительно 1 миллион. Таким образом, это позволит тем, кто зарабатывает в год выше этой суммы, иметь права в более высоком размере, потому что сегодня этих возможностей нет в действующей формуле. Более детально Андрей Пудов рассказал и о следующей позиции, связанной с самими принципами формирования источников и доходов пенсионной системы. Предлагается законопроектами закрепить формулу формирования доходов пенсионной системы, исходя из страховых взносов, которые приходят в солидарную систему, именно на страховую часть, и закрепленного закрытого перечня федеральных трансфертов, которые прямо сегодня поименованы в проекте федерального закона. В действующей формуле это трансфер только на сбалансированность. Если сделать небольшой мостик к законопроекту про тариф страхового взноса 6.0,
повышения размера трансфертов здесь быть не может. Имеется в виду, что формирование пенсионных прав будет обеспечиваться в этом случае в более высоком размере на страховую часть пенсии. В своем выступлении Андрей Пудов также акцентировал внимание и на вопросах стимулирования более позднего выхода на пенсию или досрочного. Если стандартный человек захочет выйти на пенсию, мужчина в 60 лет, никаких препятствий для этого не существует. Заложены некоторые преференции с точки зрения формирования прав у досрочников или тех, кто выходит на пенсию досрочно. Первый тезис – это то, что правила выхода на пенсию для них с точки зрения возраста и стажа не меняются. Второе правило – если в действующей конструкции формула, напомню, выглядит сегодня так, как денежные средства, учтенные на счете застрахованного лица, делятся на ожидаемый период выплаты пенсий, то начиная с текущего года в рамках действующей формулы у тех, кто выходит на пенсию досрочно, у этих лиц уже сегодня период этот ожидаемый, в отличие от тех, кто выходит на пенсию в 60 или 55, начал расти. Эта формула действующая, подчеркиваю, и предусматривается сегодня, если не изменим, а мы это предлагаем поменять, то у них этот период ожидаемый будет изменен через 10 лет аж до 29 лет, возможно, если те, кто будут выходить на пенсию на 10 лет раньше. Со слов заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации, для тех, кто будет пенсионером на 1 января 2015 года, пенсионные права могут быть только увеличены, так как не заложено ни одной нормы на возможность уменьшения пенсий. Конвертация будет происходить путем простого деления суммы пенсии на сумме конвертационного балла. Там уменьшения в принципе быть не может. Кому может быть увеличена пенсия даже из действующих пенсионеров? Она может быть увеличена, например, для тех мам, которые или одного из родителей, или пап, чтобы реже бывает, которые ухаживали за своими детьми. Ответственным периодом назвал предстоящие годы первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации Александр Куртин. Ведь многое предстоит осознать, прочувствовать и провести в жизнь, чтобы в полном соответствии с законом и в полном объеме своевременно выплачивать пенсии, уже по новому законодательству. Хотел бы отметить, что все те показатели, которые были намечены у нас, они направлены на дальнейшее повышение пенсионного обеспечения российских граждан. И не буду голословным, хотел бы сказать, что сегодня предполагается, что мы действительно проводим индексацию пенсий в 2014 году на 8,1%, в 2015 году на 7,1% и в 2016 году на 6,6%. Это связано с тем, что с 1 февраля 2014 года мы планируем индексацию трудовых вопросов на 6% и с 1 апреля на 2%. Хотел бы отметить, задаются постоянно вопросы на всех бюджетных комитетах, на комитетах социальной политики, а если вдруг будет изменение, будет выше. Хотел бы сказать, что пенсионный фонд обладает всеми теми денежными средствами, готовы повысить трудовые пенсии. Федеральный бюджет тоже готов увеличить в случае повышения размера индексации. Поэтому российских граждан не должно беспокоить возможные колебания и разговоры о дефицитности пенсионного фонда и так далее. После выступления первого заместителя председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации региональным участникам пресс-конференции была предоставлена возможность задать свои вопросы. Специальный корреспондент Радио России Алтынгуль Мегедекова. Хотелось бы уточнить, когда человек может заявить о своем желании насчет накопительной части, уже сейчас он может идти в пенсионный фонд и заявить об этом, и должен написать заявление, или он должен подождать до 1 января следующего года. И, кстати, хотелось бы узнать, когда выйдет закон о праве выбора. Несколько нюансов буквально важных для понимания этого вопроса. Что такое вообще право выбора, в чем его суть и почему оно продлевается на 2 года? Оно касается только тех лиц, которые за все предыдущее время, вот по состоянию не сейчас, не сделали никаких выборов, не написали никуда никаких заявлений, что он хочет в МПФ свои средства перевести, в управляющую компанию. Это те лица, которые не делали, подчеркиваю, никакого активного
заявления переводились в какой-либо финансовый институт. Если человек такого выбора до 1 января 2015 года не сделает, то таких вот, как мы их сейчас в обиходе их называют, этих людей называют молчуны, денежные средства и будут идти в систему распределения. О том, что еще в течение 2 лет у тех людей, которые захотят свой выбор молчаливо изменить, у них будет возможность написать заявление, и он приобретает право опять участвовать в тех финансовых институтах, которые будут заслуживать его доверия. Вот в этом суть. Поэтому право выбора у граждан на участие в накопительной системе, оно во времени продлено еще с точки зрения закона для молчунов на 2 года. Для тех лиц, которые будут вступать в эти правоотношения вновь, для молодых людей, для тех это право выбора, независимо от того, в каком году это, что называется, уже пожизненно, так написано в законопроекте, будет работать, на 5 лет сохраняется. То есть, если человек молодой, на примере конкретно придет на работу в 2016 году, то он в течение 5 лет до 2021 года сможет писать заявление о том, чтобы его средства переводились в негосударственный пенсионный фонд. И там еще есть ограничитель один в отношении возраста. При этом, если он вдруг вышел на работу в 15 лет, то это право выбора, там есть возрастной порог, продлевается еще на 3 года, до 23 лет. То есть там вот 2 условия, 23 года и 5 лет. Такие специализированные условия для того, чтобы человек вошел в тот возраст, в котором можно делать осознанный выбор. Стоит отметить, что в ходе пресс-конференции было озвучено много ответов на наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся новой пенсионной формулы. Перед региональными пенсионными фондами России организаторами конференции были поставлены конкретные цели и задачи. Задачи на 2014 год перед пенсионным фондом стоят очень серьезные и ответственные. В настоящее время во всех территориальных органах Свердловской области вводится новая программа по реализации новой пенсионной формулы. И весь 2014 год мы должны серьезно провести всю работу, подготовиться, изучить все законопроекты, чтобы уже грамотно, правильно, доходчиво с 2015 года суметь довести до наших пенсионеров новую пенсионную формулу. Таким образом, уже сегодня во всех региональных отделениях Пенсионного фонда началась активная деятельность в подготовке к совершенствованию системы, которая должна состояться к 1 января 2015 года.